Друзья, всем привет! С вами снова Километры путешествий. Как вы помните, в прошлой серии мы показывали вот такую страшную грозу с ураганным ветром в Канске, но нас она напрямую не коснулась. Мы замечательно выспались и поехали дальше. Сейчас мы вам покажем все последствия от этой грозы с ураганом. Ну а от вас ждем лайки и комментарии, за что вам огромное спасибо. Доброе, солнечное, канское утро. Сегодня у нас 22 июня, воскресенье, и мы выезжаем из Канска в Иркутск. Ночью страшная была гроза, гремела так, что я подпрыгивала на кровати. Дождь лил такой прям вообще стеной, ветер, наверное, ураганный, казалось, дул. Но все закончилось, остались только лужи. На улице тепло, уже 20 градусов, время 6 часов 23 минуты. Мы проспали благополучно. Будильник, видимо, играл, потому что в голове у меня мелодия будильника стоит. Но мы спали. В 5:45. В 5:45 же, да? Ты проснулся. В 5:45 Антон проснулся и говорит: а почему у нас будильник? Почему мы спим? Почему у нас будильник не сработал? Смотрите, какие океаны налило. Вот. Видимо, мы так хорошо спали, что ничего не услышали. Гостиница хорошая. Единственное, шумно под окнами, но можно закрыть окно и включить кондиционер. Мы спали с открытым балконом. Нам было прохладненько. Все чистенько, аккуратненько, персонал замечательный. Очень вкусно покушали вчера в столовой на 600 рублей. Такие порции огромные. Я не ожидала, даже не доела. Вот. Выпечки у них очень много, поэтому если вы проезжаете Канск, он небольшой, заедьте покушать в эту столовую. Она работает с 8 утра до 8 вечера, без выходных, без перерывов. Я там снимать ничего не стала, потому что они мыли все вот эти вот лотки, в которых они подогревают и хранят пищу, и у них все это стояло на кухне. А тут ничего не было, поэтому нечего было снимать. Так бы я поснимала. Там у них ассортимент такой достаточно большой. У них вареники, пельмени, вареники прям вообще всякие разные. Все это домашнее. Вот деревья. Вон. Ой, ничего себе, там деревья-то ломало. Ветер прямо был ого-го. Я такого еще никогда не видела, если честно. Я снимала, но, естественно, на камеру так не видно. И я снимала из комнаты, из номера. Потому что мне просто было страшно выходить на балкон. Как там все трещало и гремело. Вот. Так что сейчас я... Да, там вообще целые деревья валялись. Вот это вот, да. Вот это вот ураганчик тут был. Вон, везде все повалено. Вот ночная гроза в Канске устроила вот такой вот беспорядок. Везде валяются ветки от деревьев. Прекрасно, видимо, по этой улице шел, потому что у меня даже одна сторона на машине вся в листьях была, или залеплена. Я убиралась. Но ветер был страшный. Я вот говорю, даже на том видео, которое я показываю, там не видно. Вон, все, ветки просто все сломанные. Моря, океаны налиты. Вот это да.
сейчас посмотри. А сейчас ты уже что смотришь? Можно. Вот огромные ветки поотваливало. Я надеюсь, что у всех все хорошо. Никому ничего, никуда не прилетело. Время 6 утра еще, естественно, никто, еще и воскресенье, никакие службы еще пока не работают, никто ничего не убирал. Люди только сидят на остановках, на работу едут. Ого-го, ничего себе, вот так вот посломала деревья. Страшно. Смотри, под каждым деревом ветки эти. Конечно, у них такие тяжеленные деревья. Везде. Их как жон куда повыкидала. Деревья на этой стороне, а ветки там валяются. Вон опять сломанные деревья. Ужас. Вот это ураган. На провода упали. Сейчас в новостях, наверное, покажут. Интересно, весь Красноярский край пронеслась это. Да мы еще можем догоним. Не надо, не надо. Пускай она в другую сторону уйдет куда-нибудь, в океан, где никого нету. Администратор сейчас в гостинице сказала, что люди с Иркутска сейчас приехали, сказали, что у них все хорошо. О, тут вообще все просто, все посрывало. Вот аварийная бригада едет на задание. Постоим чуть-чуть на ЖД переезде. Маненечка. Блин, козырек вот этот вам мешает смотреть, да? Где этот поезд? Че он не едет? Ну, блин, закрыли, а поезд пустить забыли. Короче, пока я резала колбасу, Антону говорю, быстро возьми мой телефон и поснимай в окошко в поезд. Пока он, короче говоря, там нашел кнопку, где включить, выключить. Что снимаете, в общем, сейчас вы все сами увидите. Поснимал, блин. Еще поснимать? По красивой деревне едем. Антон говорит, что это Верхний Ингаш. А я увидела, что это Сулемка. Не знаю. Тоже тут провода оборванные, деревья. Ну вон, на проводах лежат. Вот он Нижний. До Иркутска 781 километр. Дальнобойщики спят. Жуем бутерброды. Вот здесь как будто все тихо, спокойно. Ветер, наверное, прошел стороной. Вот в Нижнем Ингаше тоже железнодорожный переезд. Вот мы второй год так попадаем на них. То вечером мы попали. Вот смотрите, там какая инсталляция.
прошлый раз вечером попадали, мы на них очень долго стояли на этих переездах. Много времени потеряли. И сейчас вот 7 часов утра, и мы уже опять на втором переезде стоим. А потом там был еще дальше переезд, на котором мы вообще очень долго стояли. В Тулуне, по-моему. Да, Мы там, по-моему, часа 1,5-2 тогда стояли. не больше. Если не больше. Но я надеюсь, что в этот раз мы не будем там стоять. Надеюсь. То утром там никакой поезд не поедет. Обязательно это с хрустом надо делать, да? Чтобы ваши телезрители оглохли. Такие. Такой автодомик стоит маленький. Там маленькие человечки живут, которые полторашки. Полторашки. Колесики такие малюсенькие. Микроволновка. Если меня туда положи, я чихну, его разлетится. Или буду ходить по нему с угла в угол, он перевернется. Несколько машин проехали и опять встали. Опять где-то поездок идет. Друг за другом, надо же. Пассажирский теперь поехал. Просто один проехал, следом второй. Ура! Мы двигаемся дальше. А это что, камера стоит, да? Где? Вот, ну. Нет? Это элемент, видимо. Ну, срабатывание. Может, если на борьбе. Хохошечки, хо-хо. Деловой, блин, все ему дорогу уступают, он едет скид там. Ему только гудок нажимать, блин. Что, блин, этот дождь с нами идет. Его видно вот там. Все ж было хорошо. Нет, надо было взять и все испортить. Все было прекрасно, пока мы не въехали в Иркутскую область. Нет, сейчас тоже все прекрасно, конечно. Но просто к чему эти тучи? Бирюса. Люди отдыхают с палатками, без палаток. Рыбачат. У нас кофеек. Я пью свой заваренный. А Антон с заправки. Смотрите-ка. С Новым годом. Спасибо вам большое. Ну, Тебе же лучше делать. в гости к Богу не бывает опозданий. Я не знаю, может быть, не на одной машине такой рисунок, наклейка или что это. Когда мы туда ехали, перед нами тоже с такой же наклейкой ехала машина. Одна сила. Везет какую-то балалайку. Поликарбонат, что ли? Только знай. Дело Она у него, находится по-моему, на сейчас контроле улетит генерала куда-нибудь. Федорова. Раскрыть его необходимо в кратчайших сроках. Собственно, поэтому тебе его передали. Все. Куда он с ней едет? Есть. Здрасте, здрасте. Зал закрыт. Сегодня только я играю. Сюжет будет. Здравствуйте, Тулун. Время 12.
12:53. Мы въезжаем в Тулун, уже как бы хочется пообедать, но мы решили, что мы сейчас проедем железнодорожный переезд, а потом уже пообедаем. Потому что, а вдруг потом какие-нибудь будут поезда. Как раз сейчас все дальнобойщики остановились на обед. Не все? Ну, не все, конечно, но просто много очень свернуло там в кафешку в одну, друг за другом, прям паровозами. И впереди нас, и позади нас. Направо. Опять она нас куда-то заэтывает. Опять она нас, по-моему, не в ту сторону. В прошлый раз же тоже она нас в тот лес завела. Ну, так, А указатель был сейчас на дороге, что браться Иркутск налево. Да, и все машины, которые к нам гоняли, блядь, там. Почему она все время тут направо ведет, интересно? Кто знает, расскажите. Да, блин, это можно проехать тоже, но тут дорога такая говенная, блин. Пиздец, блядь, пропустили 3-4 фуры, блин. Как- И вот говновозы. Как бы сейчас нам теперь на переходе, на переезде, на этом не встрять с голодными. Достанем рыбу, будем есть, что делать-то. Ты сразу не могла его так построить? Вообще интересно, почему, что там такого. Мы же тогда в прошлый раз тоже уехали туда, долго так ехали, потом в лесу развернулись, поехали обратно. И стояли вот здесь вот на этом переезде очень долго. Кафешка много больше. Может, там тоже где-то есть переезд, но на нем нет очереди. И поезд прошел, и бах, проехали. А тут поезд прошел, 2 машины проехали, опять стоят. Ну, если бы как бы не 10 тысяч километров, то можно было бы и попробовать туда заехать, испытать судьбу. А когда, блин, так долго едешь, что-то как-то не хочется, чтобы потом возвращаться. Это не тот еще переезд. Какие-то воротики. Металл принимают. Континент, Ташкент. Что? Кафешки, что ли? Что ты деваешь? Скучно за ними ехать, никакого веселья нет. Хоть бы какой-нибудь там, не знаю, экран поставили вот машинам сзади. Ну да. Вместо дверей. Новости показывают. Да. Прикольно было. Каждый по экрану. Ну, тут новости. Смотришь, там следующий Муз-ТВ, там клипы. Следующий там пусть говорят. Ну нет уж, а вдруг вот смотришь, там новости. И бах, обогнал его. Не, ну хочешь новости посмотреть, едь за ним потихо и все. А, да? Конечно. Понятно. Все, хочешь переключить на другой канал, обгони его. Ну хорошо, а вдруг он съехал в кафешку в туалет, и ты Ну, за ним? ищи другого с новостями. Ага, пока найдешь другого с новостями, уже новости А я закончились. думаю, Россия 24 там постоянно повторяю. Ага. Договорились. Прикольно бы было, что я раньше не было. Что ты раньше не подумал? А звук? Так, звук надо. Ага, надо радиопередатчик поставить, чтобы здесь на радио настраивали. Допустим, 98,7 новости там. Пусть говорят, блин, 93,5, блин. Пусть говорят. Ну, фиг знает. Что ты смотришь там, мужское, женское? Или Ну, это? я это для засыпу смотрю. Ищи. Прикинь, уснул за рулем. Ну вот, встали
в очередь на переезд. Есть вот такие персонажи, которые без очереди проезжают. Мы так не можем. Убери-ка руку, Антон. Покажи в навигаторе красную дорожку канскую. Час 26 стали, 13:26. Сейчас посмотрим, сколько будем стоять. 32 минуты. На ёшкин кот. Надо было покушать, в туалет сходить. Этот чувак решил не стоять. Ну вас нафиг, говорит. Прошло больше получаса. Мы сдвинулись с места. Ну, то есть мы уже приблизились. Так-то мы двигались несколько раз. Поезда идут один за одним. То туда, то обратно. Очень хочется надеяться, что мы попадем в этот поток и не встанем перед самым-самым ЖД переездом. Влажность такая на улице, да? Пожалуйста, машиночки, проезжайте быстрее. Тут очень плохой переезд, тут сколько ездим, он такой вот весь корявый. Если бы он был бы действительно получше, то проходимость бы была у него побыстрее. Мы успели. Ну ладно, как было заявлено полчаса, там получилось на 9 минут дольше мы стояли. Сейчас нам нужно где-нибудь в туалет сходить и пообедать. Хотя мы уже наелись, что у нас было тут. Все, что можно было, подъели. Какие-то рыбные палочки, сушеную икру, остатки хлеба, огурца. Время 14:13. Едем дальше. До Иркутска осталось 300... Сколько? 380. До дома прям. 380. Ну, до 360. до квартиры, до которую мы сняли. Река Ухтой. Ага, такая прям как-то мощная, текучая река. Нет, палатки там стоят на берегу. Не ловят этого. Гальянов. Лещ. Лещ. Тут леща, наверное, нету. Сюда прямо такая. Нет, здесь такие уже бы, наверное, нет. Какие-нибудь окуни там, шмокуни. Сегодня у нас вот такой обед. 2 салата, 2 супа, бузы. Кушали мы в такой кафешке. Ух ты, что это за номера? Кафешка большая, да. Вот что это за номера? Ну-ка. Просто. Что за машинки такие? Ну-ка. Австралия? Да? Ну, по ним Австрия. видно, ага. Австрия или Австралия? Австрия написано. А флаг-то чей? Да, я сфоткаю. А там на этом нету флага, да? Ну-ка. Саленсбург какой-то там. О, сфоткала. Ой, Ни хрена мы тут, блядь. простите нас. Ну да, вот так вот мы Ну что, сделали. попробуй-ка. Мы сейчас куда-нибудь поехать к ним в Саленсбург, блин. Ага. Закидают, У а нас- они тут ездят, блин. Ну ладно, не ругайся. А я нет. Справедливости нет. Угу. Русский добрая душа, В блин. общем, поселок Тырить. первое Тырить. Поворот на Солерод нет, Солерод нет.
Солерудник вот такой вот. Соль тут добывают. Такая кафешка неплохая. Очень много народу, прямо очень много. Столиков около 20 штук, наверное, стоит. И все заняты. Прямо как конвейер. Только успевают выдавать заказы. Мы, получается, взяли салатики, супчики, бузы, компот. Бузы отменные. Я одну съела, но я просто наелась, правда. Если бы я суп не ела, я бы, наверное... 8 штук бы, как Ну, обычно, не съела. 8, как обычно. Штуки 3 бы точно затрескала, наверное. Она для вас говорит 3. Все умножаете Нет, на если 3. бы в салат не брала, то штук 5 бы, наверное, впихнула в себя. Ну, и то добавкой. Потому что надо же сначала попробовать, вдруг они невкусные. Бузы были вкусные. Бухлер был немножко странный. Я первый раз такой бухлер вижу. Но сама виновата. Там было 2 вида бухлера. Может быть больше. Я вот 2 увидела. Там было написано бухлер без картофеля. А второй бухлер из ребрышек. Вот надо было мне из ребрышек взять. Что у них тут? Что-то сломалось? Один расшторился сверху. Блин. А нет, зашторены. Откинул кабину. Голову опустил. Ну что, едем? Подсадили. Дальше? Нет. Вот, и получается, я взяла бухлер, который без картофеля, а там просто бульон и куски мяса. Мясо, видать, какая-то лопатка или что-то там, ну, такое сухое мясо, которое не проживать. А у Антона в супе был, вот, значит, мясо было сухое, я его не люблю такое мясо, мне надо было, чтобы как тушенка было мясо такое мягонькое, вкусненькое, жирненькое. А у Антона в супе наоборот была такая грудинка вкусненькая. В общем, короче, мы с ним мясами поменялись из супа друг к другу. Переложили и съели. Поэтому мы теперь сытые, в туалет сходитые, едем дальше. Погодка вот такая у нас, пасмурная. Ну, не знаю, в Иркутске стоит солнце все дни. Будем надеяться, потому что нам, конечно, жару не надо в Иркутске, но и дождя нам тоже не надо, потому что у нас планы гулять, отдыхать, на Байкал поехать. Нам осталось 230, да, километров или сколько там я смотрела? 200. А, и вот я хотела машины-то эти показывали, австрийские или какие они там номера, австралийские. 2 мужчины, молодой парень и взрослый мужчина, видать, отец и сын, они похожи даже. Кудрявые такие, длинноволосые, светловолосые. Пришли без переводчика. В кафе пытаются что-то заказать, а там же все по-русски написано. Говорят, монгольская кухня. Единственное, что они поняли, это чикен. Да, и, в общем, что-то они, видать, ей объясняют. Она у них спрашивает, у вас переводчика нет? Они говорят, нет. И вот она говорит, чикен? Они типа, да. Так хотелось подойти, сказать, какой нафиг чикен? Собрался Попробуйте бузы. и свалите отсюда. Они же, ну, иностранцы же, когда пробуют пельмени, их удивляет это. Попробовали бузы бы. Тем более эти вообще безумно вкусные были. Они бы потом про чикен забыли бы навсегда. И так сейчас дадут им вареную курицу. И все. Жопки. Жопки куриные. Ладно, мы едем дальше. У нас сколько там время прибытия стоит? 19:44. Вот видишь,
На 44 минуты уже опаздываем. Было 19. Стало 19:44, потому что мы покушали. Записали мальчика к доктору. Записали мальчика к доктору. К какому доктору-то? Что доктор будет лечить мальчику? Не лечить будет, а общий человеческий, общий осмотр. Ходовку посмотрит. Все сейчас. И развал схождения сделаем. Диспансеризация, короче. Да, диспансеризация. На завтра, да? На завтра, да. Все тогда. Ну все, тогда едем. Сколько вас много-то. Барашки, овечки, козочки. Обалдеть. И еще подтягивается братва. До Иркутска сколько нам там осталось-то? 100 километров. Ну, до Иркутска 80, а еще до нашего дома 20. До дома 20 километров еще, короче, 100 километров всего. Едем в соседнее село. 19:02 время, сократил время скорости. Ну, ты сильно-то не скоростуй. Нет? Сейчас, блин. Сейчас может. Проезжали там несколько раз. Полицейские стоят с автоматами. Тут вообще с собаками даже. Военные. Да, военные же там номера же черные были, да? Росгвардия. С собаками, с овчарками, с автоматами. Кинологическая. Видимо, после всех этих событий дежурят. Сейчас, получается, мы будем объезжать Усолье-Сибирское, Тельму, Ангарск. Ты чего здесь? Это я. Раньше через Усолье и Тельму по прямой ехали. Сейчас объездная дорога. Чего забыл? Дай. Тут в Иркутской области тоже такие переходы красивые сделали. Так это свеженький. Ага. Свежая дорога, свежий переход. Добрый вечер. Красивенько так смотрится. Это важно, очень важно. Да, я слушаю. Тюменск, оказывается, есть такой Тюменск. Я не знала даже название. Что ж, друзья, время почти 7 часов вечера. Мы прибыли в Иркутск. Сейчас едем в свою квартиру забронированную, где она там находится, на набережной Ангары. В Иркутске, как вы видите, пасмурно. За бортом минус 20, ой, плюс 29 градусов. Мы с кондиционером едем, поэтому нам хорошо. Я представляю, сейчас мы выйдем на улицу, а там Да нет, не Нет? горячо, не нет. горячо. Но ветерок дует, но все равно запах-то такой прям горячий. Из окна дунанул. В машине Сколько 20 там градусов. уток у них плавает в этом пруду или что это? Море уток просто. Первый раз мы по светлу в Иркутск приехали, потому что ночевали как попало. Обычно из Красноярска мы в любом случае приезжаем поздно. Короче, по какой-то окраине, видимо, едем.
Шоколад. Что такое шоколад? Хочу на ручки. О, Бакалея. Тут, походу, базы какие-то стоят. Оптовые, что ли? Рыбу из Владивостока. Торговый центр. Метр. Шахманы. Ну, у них тут деревья цветут. Ничего себе, колесико на шиномонтаже. Классно так сделали. Мимо не проедешь. Сельхоззапчасти. Оформление интересное. Через 600 метров поверните направо. Ветер дует, блин. Зачем он здесь дует? Омни 95 60 70. Мост через реку Иркут. Гостиничный комплекс, столовая. Дороги тоже так себе. Метров поверните налево, а затем поверните налево. Поверните налево, а затем через 300 метров поверните налево. Ремонт улицы, вторая железнодорожная. Зелень, конечно, такая, ух. Прямо 4 километра. Маршруты строю, перестраиваю недорого. Ольга Бузова. В смысле? Куда ты там что перестраиваешь? Эти рельсы, ну это капец просто. Река. Там еще один мост вдалеке. Он мне показывает через 900 повернуть налево, а мы едем все время. У меня уже начало глюк. Да ты чё? Заглушите нахрен всю Россию тогда уже, чё? Как по-другому-то? Сейчас, говорит, притащит твою грозу сюда. Я говорю, пусть на ночь притащит и все. Достаточно. О, вернулась. Ну, деревянные домики красивые, старинные. Через 300 метров поверните налево. Погуляла, пришла. Она просто услышала про аэропорт. Думает, дай-ка я сбегу. Ненадолго. Поверните налево.
тут и ездить. Ну как-то же ездим. Через 200 метров на светофоре поверните направо. Поверните направо. Поворачиваем. Прямо 1 километр. Как в Сочи на серпантинах, блин. Не говори. Слушай, ну дома, наверное, старые вот эти вот. Да, и мне что-то мне такое, что это как будто как ближе к центру. Ну, по идее, да. Улица Ленина, точно центр. Старый город такой. У них какие-то флажки везде. Через улицу, Ну, вдоль так же, как улицы Каннский фестиваль же, тут тоже мероприятие. проходит, да? Ну, я еще просто не посмотрел, какое. Посмотрю потом. Хорошо. Скажу. Улица 3 июля. Сентября. Ну, здесь мы ездили. Да? Я не помню. Да. Мы вообще в центр не ездили. Зелененький. Мы здесь проезжали, когда Диме ехали, по-моему. Нет. Нет? Китайская кухня, жральня. Медийное место. Муншина фуд. А, ну вот здесь все гуляют, кстати, я видела, Жаль. что по этой улице все ходят, во всякие кафешки заходят. Музеи тут есть еще, да, вот музей даже есть. Только я не вижу ни одного паркинга. 300 метров поверните налево. Паркинга. Нахрена им паркинги? Они, которые на самолетах прилетают, это Академия караоке. Перекантоваться тут им день. А ночью садятся на самолет и улетают в Таиланд. Ну, наверное, так, я не знаю. Матрешки. Поверните налево. Обалдеть. Как по такому городу ездить-то? Страшно. Надо же частный сектор. Ну, Так, что-то все сюда поехали. ну, потому что закрыто. Видимо. Маршруты строю, перестраиваю. Нет, Да, тут через дорого. Доры можно проехать. И правильно, что не поехали по старому. Вот новый маршрут. Через 100 метров поверните направо. Поверните направо. У них вот что-то я не вижу знаков. Главная дорога.
еще один У нас- красный. Ну, такой большой город-то, да? Не маленький. Вот большой. Какой красивый намытый Lexus. Фонтанчик там какой-то. Где-то только что фонтан же видела. А, вон он. А, их тут, видимо, несколько фонтанов. Они то потухнут, то погаснут. Блядь, что ты жопу-то оставил? Не смог. Смотри, прямо ветер задувает и задувает. Зараза. В аптеку же нам еще надо было. Я думаю, там возле нас будет. Ну, надеюсь. Не заходя домой, сразу прогуляемся. Да? Потом больше не подойдем. Магазин, да. Аптеку. Блядь. Драндуляусы. Боюсь я их капец. Я-то как боюсь. А эти-то хоть шумят, их слышно. А велосипедисты, блин, когда подъезжают. Мы просто с тобой никогда не были в центре Иркутска. Ну ты-то, наверное, был, когда в командировке был. Да, было же в самом центре Иркутска жил. Ну и мы были когда-то давно, мимо проезжали, и по сторонам не до этого было смотреть. А так мы всегда как-то по окраинам проезжали. Единственное, что мне здесь нравилось, это вот зелень. Ну, как они шустренько в шуху укатили, а все остальные в очереди стоят. Ух ты, там катерочки катаются. По Ангаре, да? Че, езжай, езжай, у нас главное. Ты что, не местный, что ли? Дороги, конечно, у них вообще капец. Метров поверните направо во двор, а затем поверните налево. Свеженький квартал, новенький. Поверните направо, а затем поверните налево. Как это поверните направо? Что, здесь прям, что ли? 173/1. Ну вот она пишет, что там только один подъезд. А подъезд? Ну давай посмотрим видео. 173. Квартиру пока мы все не раскидали. Стиральная машина есть. Что тут? Ага. Все необходимое. Даже аптечка есть, оказывается. Холодильник. Посуда. Телевизор. Что? Стол. Такие вот
панорамные виды из окна. Потом попозже покажу. Уютно, классно. Тут уже мы свой бардак занесли. Сразу видно нормальные пацаны. У меня прям отлегло сердце, блядь. То икра Так на тихо. стороне. Шкаф. Постельное белье дополнительное. Утюг. Зеркало большое. Еще один диван. Тумбочки. Кровать. Слушай, ну прикольно сделали. С видом. Уборную ты уже сняла? Нет еще. Ты хочешь в уборную? Ну как бы, да? Как бы, да? Ну, как бы потерпи тогда. Так, душевая. Раковина. Горшок. И сауна. Прикольно. Посмотрите, все как в гостинице. Все, пожалуйста, есть. В квартире можно разместить 6 человек. 2 дивана, что ли? Раз диван. 2 дивана. И кровать. Ну вот это, конечно, вообще обалдеть. О, как хорошо под кондиционерчиком-то. Здесь вот все необходимое. Посуда. Пожалуйста. Это что? Даже посудомойка есть. Ну да, если толпа из 6 человек. Как выдвигается. Столовые приборы. Посуда. Микроволновка. Там тоже кухонные принадлежности. Уютненько, так аккуратненько. Телевизор здесь, телевизор там. Мне вот это нравится вообще. Бомба. И вид из окна. Где тут шторочки? Расчехляются. Так, эти окна еще можно открыть. Ну нафиг. Вот. Тут все еще строится. Когда построится, будет очень красиво, я думаю. Катамараны даже плавают. Лето вместе с теплым поцелуем. Небо очень хочет света, в темноте его волнует. Оставь со мной кусочек лета вместе с теплым поцелуем. И придут во снах рассветы, теплый бриз в сердцах задует, задует. Оставь со мной кусочек лета вместе с теплым поцелуем. Небо очень хочет.